родительницу туркоязычных народов. Эту поэму я, получается, начал, идея посетила мне написать где-то летом. Начал ее писать, по-моему, в сентябре, потом с перерывом в месяц где-то я как-то раз взялся за нее и дописал все остальное. Там было написано где-то 10, наверное, строф, а остальное написал за неделю, по-моему. И еще через недели 2-3 поправил, добавил еще одну строфу. Мне самому очень интересно понять, что у меня получилось, потому что все равно, как свое произведение сам читаешь, видишь, ты с одной только стороны можешь многое заметить. И именно ценность сегодняшнего для меня мероприятия, то, что смогу прочитать ее услышать люди, которые очень хорошо разбираются в кавказской мифологии и культуре, потому что я все равно как рыс. Это мой, получается, взгляд на эту легенду. Она из 3 частей. И я решил каждой, получается, части маленькое вступление, буквально пару предложений написать. Просто как пояснение, как вступление каждой части, чтобы она не была таким единым полотном от начала до конца. Сюжетно были небольшие паузы. Рабочее название «Песнь камня». Пока я лучше не смог ничего придумать. Может быть, в будущем подкорректируется это. Сам, тоже изучил эту легенду и книги почитал, и поспрашивал у знающих людей. Галине Григорьевне спасибо, Рябине Васильевне тоже. Можно и начать. Так, собственно, «Песнь камня». Часть 1, в которой мы знакомимся с большой и дружной семьей, проживающей близ священной горы Тасхыл. Дни привычно и неторопливо сменяют друг друга, дети познают подсолнечный мир на его бескрайних просторах, а счастливая мать в Хуртуях благодарит богов за размеренное течение жизни, за богатый урожай и крепкое здоровье детей. У подножия синих гор, на зеленых ладонях степи, жили с самых заветных пор прародители сибиряки. Сартахпай, богатырь умелый, и супруга его в Хуртуях. Опеклись они первым делом о сыночках и дочерях. Было много детей у пары, каждый делом семье помогал. Кто на выкорм гонял отары, кто остистый ячмень выбивал, кто стругал и ошкуривал жерди, кто с заботой кормил очаг. Не боялись дети усердий, был устойчивым первый их шаг. Сартахпай перебрасывал горы, оживляя землю ручьями. Нет для дела лучшей опоры, чем быть гордым родными краями. Мать вплетала звезды в узоры, украшая рубахи и платья. Воспевали сестры просторы, изучали охоту братья. Чтили предков и духов земных, грустной песней платили за горе. И речей не слыхали злых, и не ведали жизни в ссоре. Старший всюду глядел за малым, поступал, как велел отец. Так и жили дружным малым, крепли, словно степной жеребец. А когда восходил Орион, праздник в каждую юрту стучал, над прощальным золотом крон луновидный беркут кричал. Все пускались в задорный пляс, подражая ручьям и птицам, рука об руку, вместе, смеясь, освещало счастье их лица. Это первая часть. Часть 2, в которой Хуртуях снится пророческий сон, предупреждающий ее о страшной опасности. Часть, в которой мать лицом к лицу столкнется с неотвратимой судьбой и проявлением как людской, так и божественной воли. Первый снег наследил в полях, солнце пряталось от людей, страшный сон пришел в Хуртуях о трагедии будущих дней. Чужеземцы настигли всех, и не дрогнула их рука. Командир был зашит в доспех человека с головой быка. По мосту, что поднял Сартахпай, душегубы пришли с войной. Их давно манил этот край.
и семья приняла смертный бой. Так до следующего утра Хуртуях потеряла покой. Все страшила ее гряда за серебряную рекой. Богатырь уходил в дозор, но безлюдна была земля. Тихой ночью в звездный узор заползла ледяная змея. Скот пугался своих теней. Детский плач полон стал тревог. Закоптило пламя свечей, будто дух пересек порог. За горою раздался гром, и земля, как струна, затряслась. Мать склонилась над малышом, колыбельную петь принялась. Ветры гонят злое лихо, черной птицей клювом острым. Спи, сыночек, тихо, тихо, быть тебе защитой, сестрам. Стало ясно, они пришли. Принял бой богатырь родной, сердце будто углем прижгли и соленой умыли слезой. Хуртуях подняла детей, чтобы быть готовой бежать. Звон ломающихся мечей торопил пестроокую мать. Мост разрушил ее супруг, помешав иноземцам пройти, но в реке потерял свой лук и коня не сумел спасти. Вместе двинулись в торопях, не жалея ни сил, ни ног, а вторженцы на лошадях вслед ушедшим трубили в рог. Дети выдохлись и ослабли, каждый нес сестру или брата. Вскоре вовсе они озябли под лучами сырого заката. А услышав, как топоры принялись деревья кромсать, Сартахпай у Красной скалы приготовился зло удержать. Хуртуях обратилась к богам. Боги приняли кровный дар и, согласно ее мольбам, обратили детей в янтарь. 40 капель живой смолы, плача, мать прижала к груди. Полетела быстрее стрелы, оставляя дом позади. Золотого озера блеск далеко впереди ребел. Красотой этих диких мест каждый член их семьи прозрел. Снова дрожью пошла земля. В небо бросив розовых птиц, мать бежала через поля, но споткнулась и пала ниц. Где-то волки, сбившись кольцом, затянули протяжный вой. Налилось ее сердце свинцом. Видно, смертью закончился бой. Хуртуях попыталась найти ожерелье янтарных бус, но порвалась нить по пути. Лег на плечи тяжелый груз. Обернулась она на восток, онемев от потерь своих и, не чувствуя рук и ног, замерла, поминая родных. Каменел ее скорбный лик, снег белел в черноте волос, одинокий надрывный крик по степи ураган разнес. Ее песня терзала высь, боги слушали реквием, а как связки надорвались, замолчала она совсем. И тогда мудрый Хайрахан посмурнел от злосчастных бед, но, подумав, другим богам дал на это такой ответ. Чтобы унять страданий пламень и дарить надежду людям, превратится она в камень с зарожденным внутри чудом. Это конец второй части. И последняя завершающая получается часть. Часть третья, в которой несчастная Хуртуях, несмотря на тяжелую участь, становится покровительницей матерей и прародительницей тюркоязычных народов. Воля богов исполнена, а каменная мать взирает на родные земли сквозь вехи тысячелетий. Поля закутались в саван до месяца ложной кукушки. Весеннее солнце травам пригрело, любя макушки. Затянул пушистый ковыль вереницу степных голов, от цветов сиреневых пыль полыхнула на скулах холмов. Молодые березки и липки, разомлев, прикрылись листвою, а жарки, расцветая в улыбке, медвяною умылись росою. Там, где падал янтарь из бус, зарождался новый народ. И курился степной улус посреди возникших слобод. Красота этих диких мест стала радовать тысячи глаз, а село превратилось в уезд, и настало единство раз. Степь — свидетельница всего. Она помнит океана вес, помнит каждую жизнь того, кто ходил под лазурью небес, кто под солнечный мир узрел, кто любил и терял родных, как Хайджи сказания пел, как война забирала живых. Суховей языком шершавым пишет летопись на камнях. Горит свет с репеем поджарым, молят небо о чистых дождях. А когда-то счастливая мать все поет свою песню нам. Научилась она помогать всем нуждающимся матерям. Спустя тысячи долгих лет ее дар сохранил народ.
Куртуях, избавляя от бед, продолжает сибирский. Все. Сколько слушалась прямо, еще бы слушали. Так, тут у меня есть кое-что сказать. Ну, Альбина председатель, пусть она говорит, потом я говорю, а поскольку это молодые тут все, я беру из своих лет 60 и отбрасываю, и наравне с вами становлюсь. Тут не надо принимать как критика, ребята. Это не критика. Это просто то, что я знаю. Хочу сказать, дело автора принимать это, не принимать. Потому что вот я размышляла над этим. У меня тоже есть, это не поэма, а стихотворение очень длинное о Сартыкпае и Хуртуях. Но мне всегда казалось, что там чего-то не хватает. И в конце концов пришла к мысли, что Сартыкпай, который сдвигает горы, раздвигает, ну, кстати, горы раздвигает, это уже Бог. Это не просто человек, не просто муж вот этой Хуртуях, это могли делать только боги. После этого я кинулась читать это греческую, значит, о греческих богах, там тоже были боги-человеки. То есть это пришла к мысли, что это Бога-человек, как бы. Вот если ударимся вот в греческие те мифологии, там именно боги, просто боги, и боги-человеки, они вот именно такие дела говорят, масштабные на земле. И поэтому вот тут может быть что-то добавить такое, хотелось бы. Что-то не просто имя Сартыкпай, а более вот его, возвышенное. его обогатить вот этими какими-то этими, ну, наверное, автор понимает. У меня просто, если бы я поразмышляла, у меня хватило бы слов, думаю. Ладно. Золотое озеро. Золотое озеро у меня не сработало. А вот если Золотое озеро через дефис Алтенкаль, вот у меня у Хакаса. Вот. У меня у Хакаски сработало бы. То есть у алтайца сработало бы, у тувинца сработало бы. А Золотое озеро у нас не сработает. Поэтому Золотое озеро вот с Алтенкаль. Алтен это есть золото. Золотое озеро есть. Или Алтенкаль впереди поставить или дефис. Как тут правильно будет? Алтенкаль, Золотое озеро через тире или дефис? Через дефис. Ой, да кажется. Я бы через тире поставила. Алтенкаль, тире, это самое. Так, хотя это одно и то же, но в переводе. Теперь янтарные бусы. Вот там мне не хватило. Янтарь в свое время очень высоко ценился, и причем это Индия, Китай, вот эти все были, вот какой-то там путь был. Нет, в какое-то время определенное историческое. Вот что означал в то время янтарь? Он не просто был камень янтарь, а он означал что-то такое вот величественное. Вот это раскопать бы вам и вставить. Ну это просто предложение, можно делать, можно не делать. Ценностью, что оно какой-то ценностью, вот, это дети. Именно... Янтарь вообще это камень, впитывающий в себя солнце. Это он почему и называется янтарь, он ассоциируется именно с солнцем. Это вообще, я где-то услышала, что вот янтарь называют впитывающий в себя солнце. В себя, забуду, поэтому пишу, извините, солнце, бумажку нашла тоже. Это, я просто не ожидала, что буду запись вести. Вот, смотрите, это связано с солнцем, а тогда солнце боготворили. Вот, допустим, у меня мать, когда возжигала огонь в печи утром, а я наблюдаю, она обязательно вот обряд насыщения сделает, что-то кинет жирное там. Это считалось маленькое солнце на земле, огонь. Ему поэтому так поклонялись. И вот, поскольку это было с солнцем связано, наверное, вот что-то такое тоже, вот дать
это понятие, да, вставить. Я его использовал, что это как боги же ей помогли, то есть это вот это Чтобы не не янтарь. как янтарь она носила, а она носила как бы солнце вот на груди своей. Ну, оно так видите. Ну, это уже мои, вот так сказать. Теперь, что? Ну, почерк. При сражении Хуртуях, насколько я помню, примерно 5 версий, я помню, при одной из версий, и много таких, это и у русских есть такие эти, я, например, уже со 2 класса русские сказки, вот все, что было в библиотеке, в бедной сельской библиотеке, я прочитала все. И потом, когда я пошла в большую школу в Уйбат, я там вот почему-то вот буквально съедала эти вот русские народные сказки, но благодаря им я узнала, какие народы существуют и какие их поверья. Там много чего возьмешь, если с умом читать эти сказки. Это не просто ля-ля-лю, а там это обогащение мыслей, чувств и, это, и так далее. Вот. Вот у русских тоже. Вот идет сражение. И там муж остается сражаться, а поскольку ты в себе носишь ребенка, это приказывает это удаляться. Но там есть такое, я не знаю, какое слово подобрать бы русское, пожелание, так, что нельзя оборачиваться, иначе ты превратишься в камень. Это я во многих сказках сказаний встречала. Вот обратите внимание. Нельзя оборачиваться. Вот в одном из версий, из 5, вот она, ей муж приказывает, идет сражение, и она приказывает, говорит, не оборачивайся. Но она обернулась. И превратилась. Теперь, я много говорю, простите, Суховей языком шершавым. Выражение вот это прям, ну так мне безумно понравилось, Суховей языком шершавым. Я просто обалдела. Вот. И еще, ну, вообще вещь очень хорошая и нужная, и вовремя сделанная, построенная, и это самое, отраженная на бумаге. Дай Бог, вот, чтобы это побольше вот таких исторических вещей, потому что, ой, ну, сами понимаете, без историзма. И вот это еще, знаете что, я про себя подумала, но это не говорят, это проникновение друг в друга нас, которые мы тут живем, через литературу, через мифы, через легенды. Вот, если мы это дадим молодежи, это же к молодежи пойдет нашей, вот, это тоже важно очень. Очень важно. Спасибо. Вот это вот Галина Григорьевна у меня с языка сняла. Это очень... Это, конечно, очень важно, что вот межнациональные вот наши культуры, они вот так вот вплетаются друг в друга. И что у хакасов очень много разных мифов, легенд, алов тыльнумах можно брать. И что вот сам все вот это вот прочувствовал, прочитал, познакомился, это уже вообще, что ты прочитал. А ты читал Клару Ефимовну книгу, да? Нет? Другую? Нет, я до нее не добрался. Ага. Там вот все 5, ты единственный вариант прочитал? Как Нет, она? Нет? Что-то, по-моему, 3 точно читал. Там, по-моему, у Клары Ефимовны я переводила книгу на русский язык. Там, по-моему, тоже 5 или сколько-то вариантов этих, что вот она оглянулась и превратилась, обернулась в камень. Но это настолько... Я вот тоже твоими художественными там вставочками такими красивыми восхищалась. Хорошо сказано. Я вот что-то не стала записывать, увлеклась слушанием. Надеюсь, что на свою память я не Так и надеюсь, наверное. А сейчас вот высказать уже и ушло слово. А я про одну интересную вещь забыла, оказывается, сказать. Вот сейчас, пока ты говорила, вспомнила.
Я знакома хорошо, даже сегодня прямо опять встретились, обнялись, потому что это один возраст. Это Доможакова, гинеколог. В свое время это троица гинекологов, очень женщин были, хакасов, известные очень. И даже анекдот ходил про них, значит, фамилию я не называю, потому что я не помню. Два гинеколога, женщины, значит, зашли, и тогда шубы в моду пошли. Вот эти не каракулевые, это... Внутренние. Ага. И вот одна, значит, примеряет, а вторая смотрит. Ага. Смотрела. Так, спиной повернись, так. Шире ноги. Ага. Вот такой анекдот был. Вот я там Ашакову сколько просила, говорю, Хуртуях беременна, давай съездим, я организую машину, ты определи, сколько беременность месяцев у нее. Нет, мне не велят. Я тоже думала над этим, мне не велят. Но не говорит, кто не велит, это понятно. У нас у хакасов там всегда кто-то что-то не велит. И это, она мне сказала, это примерно 5 месяцев. Я давай в эзотерической литературе копаться. Вот такую кучу книг прочитала и нашла вот что. В 5 месяцев беременности ребенок, в 5 месяцев только, напрямую связан с космосом. А как он связан с космосом, как от него что получает, чего, вот там не расписано, просто написано, правда, что в 5, может, я к чему рассказываю, может, вы найдете получше меня данные, и в следующий раз я с удовольствием запишу, почему именно в 5 месяцев ребенок связывается. Потом эта связь у него исчезает. Есть космос. У нас это... То есть напрямую, в 5 месяцев напрямую связан. Потому что наш народ поклонялся природе, поклонялся космосу. И даже солнце у нас не просто солнце, вот Галина Григорьевна сказала, и опять же, и у нас во всех героических эпосах называется кундюкизи, люди солнца. Потому что все, с кем они сражались, они корнмистер, то есть они с потустороннего мира, подлунного. А наши богатыри, вот, которые в наших всех мифологиях и сказаниях, они все кундюкизи. Для нас солнце, да, кундюкизи, для нас солнце это, конечно, даже имена подбирали такие, чтобы отличались имена наших богатырей от имен подлунного мира. Особенно это у кызыльцев очень различается. Например, кунары называли чистое подобно солнцу, а аяры чиста подобно луне. Это у кызыльцев лунно-чистое, лунно-чистое. Но никогда положительных героев наших вот не называли аяры. Луноликая или луночистая. Это где-то к подлунному, к подземному миру туда ближе называлось. Но уж если Харанинджи, там черный бисер, это уже считалось женщина из подлунного мира. Да, вот это вот солнце Галина Григорьевна сказала. И теперь, ну, очень приятно, конечно, она меня маленько прервала, маленько спуталась мысль. Ага, ты говоришь, вот только козырьцы, у сагайцев тоже у нас это самое. А я читаю там, ну, например, Слава Кучина, ну, может, сейчас... Ликось это тоже возвышалась. Но Слава Кучинов, например, себе чувствует, а жена у него аяры. Такого, я ему говорила, такого не должно быть. Аяры это, Айханным, допустим, это туда. Но это север. А северных людей считали как-то южные, северных считали же, как бы они, и Африку, вот эти вот Бразилию, все эти государства, они считали людьми, как сказать, чуждыми нам абсолютно. Хотя язык все понимали в героическом эпосе. А вот когда как-то однажды в Хакнияле меня пригласили к ученым, я была в таком смятении, среди ученых сижу, а я работала в юрте, вот сейчас, который стал банком. Я в юрте работала этим фольклористом. И меня туда пригласили среди докторов наук, я сижу. И кто меня дернул, это самое, выступатели меня попросили, чтобы я выступала. И вот я сказала, что
гениальные поэты, они видят, гениальные, особенно это вообще связаны с космосом, связаны со всем мирозданием, и энергетическое поле, в общем, все это им знакомо. И вот я сказала, Высоцкий был гениальный поэт, потому что он сказал: «А Бермудский треугольник — незакрытый пуп земли». И только в хакасском героическом эпосе описывается, вот Высоцкий единственный сказал, а может не единственный, может я не знаю, что Бермудский треугольник — незакрытый пуп земли. А в хакасской мифологии, в хакасских алптырнымахах, в героическом эпосе, богатырь или был наземный ход в подземный мир, и был еще морской, такой вот в океане. И вот они на своей лошади, он мог вот в этот водоворот спрыгнуть вместе с лошадью туда. И они, значит, потом описывается, они появлялись, это вот в Африке где-то, в той стороне. Потерянных-то до сих пор 8 тысяч, и потом, сколько километров в Алтенкёле верхом на коне со своим сыном Шап, со своим войском вот так в круговороте в озере воды ходит. И в нужное время он, по легенде хакасской, выскочит со своим войском и будет защищать эту землю. И потом Гаврил Гаврилович тогда еще был директором Хатмияли. И потом, когда вот это вот я вот это вот высказала, что только в хакасской мифологии, в хакасском героическом эпосе описывается, может быть, где-то еще есть, как зарождается земля, и о богатырях, как они сражались, как они встречались, ну, допустим, с африканцами. Или в те времена, вот мы это все когда-то было, это вот сейчас ученые возвращаются к тому, что мифы, вот эти вот легенды, эти полубоги, люди или богатыри вот эти вот, они действительно были нашими предками. Вот что-то я, упустила какую-то самую главную мысль. Были нашими предками. И вот, и то, что вот это вот существовало, сейчас вот возвращаясь, мы движемся вперед. У меня где-то есть такое стихотворение, чтобы постичь, что мы надо идти вглубь веков, постигать, чтобы понять, что сейчас творится, надо вглубь веков. И вот там вот это вот, все вот эти вот сжимания пространства, это не сказки. Сейчас опять же начали возвращаться к энергии. Сегодня у меня вот даже на телефоне есть американские ученые об энергии говорят. Потому что люди управляли энергией своей, они умели сжимать пространство. Почему в героическом эпосе описывается, что богатырь скачет с вершины одной горы на вершину другой горы? Это вот, как бы кажется, это преувеличение, когда люди умели сжимать пространство и расстояние. И действительно, сжимая за задними ногами, да, вершины гор сворачиваются. Да, и сжимая не только время и пространство, вот они так умели двигаться. Вообще вам надо хакасскую мифологию читать всем. Наши героические эпосы. Валентина Евгеньевна прекрасно перевела Алтынар, я их учу. Вы себя настолько обогатите. Вот Галина Григорьевна и Сергей Александрович, и Илья Прокопьевич не дадут соврать. Вы узнаете, каков язык эпоса красивый. Ой, это чудо. Да, и узнаете много Почему такого. Я так не говорю? Да, узнаете много такого. Вот доступные, переведенные на русский язык эпические произведения читайте. Вы себя обогатите, вы будете иметь представление, потому что очень трудно. Я, например, в какую-нибудь культуру сунуться, ну, русские там, украинцы, там, они рядом с нами, а в какую-то другую культуру сунуться, это же очень непросто понять, принять, чтобы это полюбилось. А не полюбилось бы, ну как это, об этом писать, если мне это чуждо, не нравится, я писать не буду. Даже и вот это книг вот, иногда недостаточно. Надо выслушать еще. Да, выслушаем это. Но если старушки вперед взялись, теперь... Сама начала первая? Нет, я 60 лет отбросила, извини, чуть зубы не. И я, значит, Не старушка еще Не старая?
Значит, я 18-летняя, всего на все. Две девушки-двойняшки, они немножко у них это, ну, они учились в вспомогательной школе. И вот они лезут через наш забор, высокий такой забор у нас был. И причем не вот так вот тес сделан, а вот таким образом. И они туда карабкаются, залезли, чтобы не обходить улицу далеко, а зимой вот так вот раз, и по картошке тоже ходили, дорожка там. И вот они лезут на нашу изгородь. А Коля, брат мой, говорит: ну куда вы лезете, дуры, сейчас упадете же, упадете. А высокий забор, а они говорят, они еще и говорили плоховато: не старуки мы не старуки, не упадем. Между прочим, если вот так, это тын называется. Нет, они Я целую книжку написала в свое время про заборы. Нет, это тын это самое плетеный, а это из типа почти как горбыль, вот такие доски. Из досок. Горбыль бедит тын был. Ну пусть тын, что стоишь, качаясь тонкой рябиной, головой склоняясь до самого тына. Значит, я права. Но тын, может быть, и тын называется. Ну ладно, Галина Григорьевна мне. Ага. Просто я завершаю свое выступление. Да, выслушаем мы молодых, нам интересно. Я просто призываю вас, чтобы вот так вот окунуться, как говорят, в культуру хакасского народа, обязательно вам надо читать наши эпические произведения. И там очень много почерпнете. И молодец Илья, что вот так вот обратился. И хорошо, нам понравилось, вот за исключением там чего-то. Конечно, мы хорошо, не совсем хорошо, я тоже улавливаю, лучше улавливаю, когда читаю. Ага. А еще. А вот мы вот, не закончим. Об Илье Муромце, вот эти сказания, когда читаешь, там свой стиль. Там тоже. Вот, мне, например, ну пусть так будет, а мне вот не хватило вот так вот, чтобы вот там же свое, как-то вот так излагается. В общем, тебе надо свой стиль и что-то такое тоже. Эпический стиль. Эпический, да. Более такой вот витиевато, более витиевато. Но мы вам насоветуем, а вы наматывайте на ус, примите, не примите. Ладно, молодушки заканчивают 17-летние. Послушаем постарше. Мы молодухи закончили 18-летние. Что? Вообще мы вас подзадорили, вы должны. Ну, то, что подзадорили, я хочу сказать, на самом деле, да, и вот послушала сейчас Илью, вспомнила, что у меня когда-то тоже просыпался интерес к хакасским легендам, в том числе вот к легенде о белой волчице. Я пробовала писать драматургическое произведение, но оно у меня больше как монопьеса получилось, и я все-таки больше ушла в анализ нынешнего состояния, нежели сделать акцент на прошлом. Вот я сейчас теперь знаю примерно, как попробовать совместить вот это все. Но о Илье, что хочу сказать, ну, удивил, поразил, впечатлил. Спасибо большое. Классно, очень интересно. Интересно, ага. Угу. Написано. И вот нам не хватило, хотелось еще слушать, правда. Вот смотрите, вот, кстати, вот да, у меня длиннее. Записано от ее тети Ханмирган сказание. Мы с кем же договаривались? Подстрочник я делаю, а она из этой вещи делает уже на издание вещь на русском языке. То есть это любой хакасский текст мы делаем подстрочник. А он подстрочник, он литературной высоты там нету, там главное излагается мысль. И вот мы поработали страницы 3, по-моему, у нее получалось, на мой взгляд. Почему-то она потом забросила. Ну, видимо, вот это сказание хакасское, оно надо уловить именно вот стиль этот свой особый. Потому что Семенов своим стилем это писал, Приловский своим стилем, тоже хакасскую вещь своим стилем излагал. А потом кто еще? Семенов, это... И даже это... Ага. Ну, в общем, были московские писатели, поэты, которые делали. И у них каждый одну и ту же вещь, они каждую эту вещь могли по-своему сделать.
Вот мне хотелось бы вот в такое содружество войти. Я готова делать подстрочник и работать с автором, с кем-то из вас. Вот там вот в той книге Клара Ефимовна, которую выпустила, там ее песни есть, вот, Ахуртуяхтас. Как вот эту книгу, конечно, надо было тебе, как она пришла, именно ее увидел Григорий Васильевич, господи, Ипеков. Она приходила к нему, и она его учила играть на читхане, и там песни самой Хуртуяхтас. Ее Моисей Романович Баинов сказал, песни не хватило. Да, да, ничего не хватило. вот ее песни там есть. И Моисей Романович Баинов, когда посмотрел, говорит: Клара Ефимовна, надо подработать поэтически, чтобы более было поэтически. А ему и это самое... Это в ее книге, кажется, да? Нет, она просто рассказывала. А в книге песни эти есть такими, как я дала их такими, как они родились. Это у Клары Ефимовны есть? Есть. У Клары Ефимовны. Ага. И вот это. Да. И что их нельзя было ни слова исправлять. На русском здорово. На русском переведены эти песни. Переведены они, извини, лучше бы я не читала. Нет, они переведены, как велела Клара Ефимовна. Как велела Это подстрочник. Ну, подстрочник.